В ноябре 2008 года парламентом Республики Молдова был принят закон о прозрачности принятия решений. Цель данного закона – обеспечить всестороннее информирование общественности о принятых органами публичной власти решениях, с одной стороны, и привлечение граждан в процесс принятия решений с другой. 9 лет прошло с момента принятия закона. Консультируется ли публичная власть со своими гражданами, прежде чем примет какое-либо решение? Работает ли принятый закон на местном уровне? Наша съемочная группа провела опрос среди населения Гагаузии, опросила и местных чиновников. То, что соответствует закону мы обязаны, мы, конечно же, делаем, публикуем предварительно цифры основные бюджета и местных ставок, сборах на сайте Примарии. Потом проводим публичные консультации. После публичной консультации принимаем решение на заседании городского совета, и только после этого оно публикуется в средствах массовой информации. Хочу привести пример. Например, было публичное консультирование по проекту решения о продлении маршрута городского автобуса. Обсуждения прошли, и в результате на сегодняшний день проблема решена, и автобус доезжает и довозит людей туда, куда им необходимо. Говоря об открытости и транспарентности решений, принятых решений, мы все знаем, что повестки дня тех или иных заседаний Народного собрания Гагаузии, исполкома Гагаузии, местных советов, они постоянно публикуются. Я вижу, что у нас в Гагаузии нет закрытости власти, в принципе, закрытости власти от народа. Однако у жителей автономии иное мнение по поводу информирования населения о принятых властями решений, не говоря уже о привлечении граждан в процесс принятия решений. Нет, не советуется, и у людей никакого совета не берут. Может, люди бы что-то советовали хорошее, они все только для себя. Я считаю, что относительно нормально. Те, которые у власти, они принимают решения сами. Можно сказать, что без совета с народом. Элементарно, хоть с дорогами, хоть с садиками. Сколько бы мы ни обращались, наш вопрос в любом случае остается нерешенным. Говорят, например, мы уже провели заседание, и решение принято, но ни вышестоящие чиновники, ни эти советники, которые на определенных участках, никогда не спрашивают наше мнение и решения принимают, не учитывая наши интересы. Я думаю, у нас есть сайт Чедерлунга, там они все пишут. Я, по крайней мере, читаю там. Сегодня информационные сайты действуют, наверное, 30% на молодежь Гагаузии, которая имеет доступ. А сегодня старичок, которому более 60 лет, как он может получить доступ к информации? Хотя чиновники в автономии утверждают, что в Гагаузии процесс принятия решений прозрачен, закон, судя по мнению граждан, действует пока не в полную силу, так как жители этого не чувствуют и практически очень редко принимают участие в решениях на местном уровне.